А что, курицу хотите поставить память? Привет, меня зовут Антон, и я знаю об Уфе ровно столько же, сколько и любой столичный житель. И ты смотришь проект «Перекличка». Почему перекличка? А потому что мы в нашей программе будем перекликивать всю Уфу с севера на запад и с юга на восток. Я все правильно сказал? Привет, кстати. Привет, Данис. Ты, как всегда, я смотрю, без устройства, которое время измеряет. Хорошо, что хоть курочку-матурочку не забыл. Курочка-матурочка, скажи привет. Сегодня в перекличке мы решили узнать, есть ли в Уфе необычные памятники, кроме как самых больших конных в Европе, например. А ты Слава Чулаева не трожь, он вполне обычный и заслужил место на берегу Белой. А ты вместе с курочкой-матурочкой заслужил место ведущего в нашей перекличке. Вперед! Нужно еще много всего сделать. Нужно узнать, какие памятники в Уфе отличаются своей необычностью. Пока Данис ищет ответы на наш главный вопрос в офлайне, самое время узнать результаты нашего онлайн-голосования, проведенного в официальной группе в социальной сети. Итак, кто же третий? То ли гигантский апельсин, то ли среднего размера колесо. С первого взгляда и не разберешь. Представляю вам третье место нашей переклички «Колесо вечности». Поистине философская скульптура расположилась на улице Пархоменко. Появилась она в Уфе еще в 2008 году. Удивлены, что не замечали? А все дело в необычности. Похоже даже на рекламу шиномонтажа. А в действительности это произведение создал заслуженный деятель искусств Республики Башкортостан Наиль Байбурин. Сразу видно, дольки цитрусовых подали автору идеи создания колеса с раз-два с 6 спицами. А высота-то не маленькая, 3 метра, трудно не заметить. По словам скульптора, колесо вечности символизирует совсем не движение жизни, как мы все подумали, а некое божество времени, которое на протяжении всего существования человечества покровительствует нам и дарит жизнь. Из-за того, что колесо вечности завалено снегом, мы не можем увидеть всю его красоту. Но несмотря на это, она занимает почетное третье место нашего необычного рейтинга. Здравствуйте. Мы проводим опрос самый необычный памятник в Уфе. По вашему мнению, какой памятник? А? Какой памятник самый необычный в Уфе? По вашему мнению? Не знаю. Скажите, пожалуйста. Ну скажите. Ну много же памятников. Этот памятник. Какой? Памятник болельщику. Болельщику? Вы можете подержать, я запишу? Нет. Да, пожалуйста. Нет. Ну или вы запишите. Нет. Пожалуйста. Ну, этому, наверное, дворнику на мире. Как? Ну, подержать курицу. А вы знаете, да, что она гироскоп? Откройте форточку. Здравствуйте, мы опрос проводим самый необычный памятник в городе Уфе. По вашему мнению, какой самый необычный памятник? Памятник? Да. Дворника. Дворника на мире, да? А вы можете подержать, я запишу, или вы запишите? Только аккуратно. Девочка, привет! Привет! Ты знаешь, что такое памятники? Да. Как думаешь, самый необычный памятник какой? Не знаю. Не знаешь? Вообще не знаешь? Хоть один скажи. Тот. Это кто? Салатюлаев? Да. Ладно, спасибо тебе большое. Не знаю, мы из Челябинска сами. Извините. Челябинстан Кильяндар. Напоминаю, ты смотришь проект «Перекличка», и сегодня мы перекликиваем всю Уфу на наличие необычных памятников. Пока мы соведущий Данис опрашиваем столичных жителей на знание современной архитектуры, мы переходим ко второму месту нашего онлайн-опроса. Этот памятник возведен совсем не в честь строителей, а как брендовая составляющая нашей столицы. 3 шурупы на втором месте рейтинга самых необычных памятников Уфы. Почему бренд? Смотрим. Уфа по-башкирски «Өфе». Теперь, я думаю, нет вопросов. Город 3 шурупов. Сейчас мы все чаще и чаще слышим и видим это странное название города Уфа. И поэтому дизайнеры решили создать такую необычную скульптуру, которую разместили в сквере имени Ленина возле Национальной библиотеки имени Закива Лидди.
Место, где установили памятник, тоже имеет свое неофициальное название – Пент или Парапет. Здесь раньше вся молодежь собиралась, а теперь здесь вся Уфа помещается. А молодежь где-то там, недалеко. Единственное «но» во всей этой истории с необычными 3 шурупами в центре Уфы – горожанам приходится долго и упорно рассказывать и даже доказывать, что это за шурупы такие и в чем их смысл. А гостям столицы тем более. Столь символичный и довольно необычный памятник расположился в очень даже проходимом месте, а заодно и на второй строчке нашего рейтинга необычных памятников Уфы. Заслужил! Стой, мальчик, стой! Салямушки. Самый необычный памятник в городе Уфе. Памятник. Салават. Салават? Юлаева. Подержи, я запишу, а? Конечно. Да не бойся, он не кусается. Первый раз держу. С дворником мужчина. На мире, да? Да. У меня рука замерзла, я не могу писать. А что у тебя какой Самый необычный памятник. необычный? Салават Юлаева, а почему? Почему необычный он? Герой Башкирии. Самый необычный памятник в городе Уфе. Курица. Ну, он пчела, он там стоял. А что, курицу хотите поставить память? Дигитар, дигитар! Дворнику? Раз. Зачем вам петух? Это не петух, это курочка, матурочка. Хаумага. Без опрос уткаравы. Самый необычный памятник Ниндей. Фефюля. Бельмейга? Праздник у вас. А вы только мне сперва скажите, какой памятник. Памятник дворнику на мире, да? Делай, смотри. Вы вообще, кто такие-то, ребята? Типа с телевидения, что ли? Да. Проект «Перекличка» продолжает узнавать у уфимских жителей, какие же памятники они считают самыми необычными. Делаем мы это 2 способами – оффлайн и онлайн. Мой коллега Данис со своей напарницей Курочкой-Матурочкой опрашивает 100 человек на улицах Уфы. А мы тем временем рассказываем о топ-3 самых необычных памятников по мнению интернет-пользователей. На 3-м месте – колесо времени, на 2-м месте – 3 шурупа, но кто же на 1-м? Набор строительных материалов, железо, шурупы, арматура – все это, как настоящий трансформер, собралось с железного коня, который занял 1-е место в нашей перекличке. Железный конь, хоть и не может похвастаться своей популярностью и удачным местоположением, может дать фору всем памятникам в своей необычности. Находится он возле одного из торговых центров нашего города. И создан он далеко не из традиционного для памятников материала бронзы, а из металлических деталей разной формы и вообще неизвестно откуда появившихся. Над созданием скульптуры трудились художники Тимофей Дорофеев и Евгений Крупин. На самом деле споров этот конь вызвал немало, потому что вроде конь, а вроде жираф. Шея-то длинная, но на то он и арт-объект. Тем более, что конь для жителей Башкортостана значит много. Для наездника он и товарищ, и друг. На открытии памятника и вовсе все детали двигались, а сейчас можно заметить движение вентилятора. По-настоящему необычный арт-объект, который и возглавил наш самый необычный рейтинг необычных памятников. 1-е место. Итак, самое время подвести итоги переклички самых необычных памятников Уфы. Напоминаю, что ответ на этот вопрос мы искали 2 способами. Первый. В нашей официальной группе ВКонтакте мы провели онлайн-опрос, где в 3 вошли памятник «Колесо вечности», на 2-м месте оказались 3 шурупа, а лидером стал железный конь. Второй способ – офлайн-опрос. На улице города вышел наш корреспондент Данис вместе со своей напарницей Курочкой-Матурочкой. К слову сказать, результаты нас удивили, ведь прохожие называли совсем обычные памятники. Так, на 3-м месте оказался мальчик с кураем, на 2-м – дворник, который стоит рядом с торговым центром «Мир», ну а на 1-м месте оказался Салават Юлаев. Вот такие неожиданные результаты. Похоже, в Уфе любят конные памятники, и железный конь на 1-м месте. Теперь, когда вас спросят, куда пойти в Уфе и на что посмотреть, думаю, у вас не возникнет вопросов. И банальных ответов. Мы с Курочкой-Матурочкой вам в этом помогли. Перекличку для вас провели Антон и Данис. Встретимся в Уфе. Пока!